самого раннего детства мы слышим язык наших родителей. Он открывает нам мир, на нем мы учимся чувствовать и думать. Язык формирует наш психологический портрет, наш внутренний мир, наш менталитет. Носителей абхазо-адыгского праязыка застали античные авторы еще в начале I века нашей эры. Это были наши предки абазги, апсилы, саниги, мессемиане. Все путешественники, посетившие Абхазию еще в древние времена, фиксируют в своих записях абхазские слова, которые мы произносим в своей речи и сегодня. В древе языков мира абхазский язык отходит по сино-кавказской ветке в абхазо-адыгскую группу. Сюда входят абхазы, абазины, убыхи, адыгейцы, кабардинцы. Сасрыкъуа Сатаней Гуаща лычкун швазигирийцыбыз ашъук пилычкун якун. Яйгуахон Сасрыкъуа дейраны даны къазамш. Сатаней Гуаща алапага дацкъачӏватӏ. Арахъвашкӏвакӏва алахвын далапауа далагатӏ. Ыгу ятыгъу ино игуапэу цырыджыщтыгъэ, ыкӏи ащыӏопшӏакӏэ нартхэм яунэ ыгъэтыгурыгущтыгъэ. Мо цӏыхужьым зэхиджам щӏалэ къалъхуным цей зэфэзэщ зэгузэпс къыхухещӏыкӏ. Лысту ялхна лычкун иранигъыз изылпет апсуамэпэ пшдзэдза. Было создано многообразие языков, народов, природы, ландшафтов, потому что в разнообразии, вот в этом противоречии плюс-минус, да, есть диалектика вообще развития, это и есть жизнь. И абхазский язык обладает неповторимыми, уникальными выразительными возможностями, экспрессивными возможностями. Вы посмотрите, какие народные песни создал наш народ. Когда Хибла Герзмава, наша выдающаяся певица, появляется на сценах великих оперных театров, и пусть это в Соединенных Штатах, во Франции, в Японии, люди, не понимая, допустим, словесного пласта языкового, они все равно восторгаются, некоторые даже стоя слушают в ее исполнении наши народные песни, потому что язык несет в себе именно вот эту внутреннюю культуру нашего народа. Еще он уникален в том, что очень интересно отражает оттенки человеческих эмоций, человеческих ощущений, восприятий. И очень многие слова можно раскладывать на составляющие и смотреть, как формировалось это понятие. Это делает возможным вот такое проникновение в самую суть психологии народа. И мне кажется, в этом смысле абхазский язык, конечно, уникальный. Для меня абхазский язык — это тот кладезь, где я постоянно черпаю мудрость веков, мудрость нашего народа. И я получаю на многие вопросы ответы, то, что касается религии, то, что касается нашей этнографии, фольклора. Это все как бы закодировано в самом языке. Я поражаюсь, и сегодня поражаюсь его логичностью, закономерностью. Феномен, какой-то феномен, который иногда думаешь, ну кто же создавал так? Потому что все очень связано, все очень логично, последовательно все это образуется и проявляется, ну, как живое существо.
Язык берется из родной природы. Эти вибрации музыкальные, которые издает там наши речки, там наше море, наши горы, это определенный набор звуков, который мы могли собирать и воспроизводить, чтобы выжить, там, передавать информацию. Перестав говорить на родном языке, мы потеряли даже отношения со своей родной природой. Мы стали диссонировать с ней. Мы не говорим с ней на ее родном языке, который она понимала всегда, испокон веков с нашими предками общалась. Мы были частью этой гармоничной частью этой природы. Мы можем найти какую-то разгадку к таинствам языка. Он содержит много таинств. Даже посмотрите причитания, которыми лечили наши старушки, наши старики, людей от разных болезней, там, от наваждений, от колдовства, от всего, от проклятий и прочих хохтуан. Каким языком, опять-таки, не чем-нибудь. Это же шептание, это же язык, это речь. Абри арбаӷьшқәақәа иску зызку убриоуп. Аҿамаҿа сынтәа иааҭаагалаз иԥшума, иҟәыдума, ипырпылума, иџьыкума, иарбанзаалакгьы зегьы хаала, гьамала, гәырҩада ахәыҷқәа ирфо, ҭаацәала иаҳфо Аԥсынгьы абзиара ҟалоуп, ус Анцәа иҟаиҵааит, Анцәа суҳәоит. Ианцәа дуӡӡа суҳәоит, ажәҩан адгьыл аԥсабара зегьы зшаз ухьышьаргәыҵа сакәшоуп. Ԥсыуажәлар иахьа ибзиан иааиуеит. Ари адгьыл аҿы гхаԥхак гәнаҳарак змам уаҩ дыҟам. Рхы рыԥсы иааин лылԥха рыман, агәыԥха рыман. Рыгхақәа рзы иахьхәны аныҟалак аамҭаз иурманшәаларц, арыӷьарахь иургьежьырц суҳәоит, шьарда зымчу Анцәа дуӡӡа. Иахьа наунагӡа ирымоуп абри ахақәиҭра. Язык сам по себе, он закрытый, он не всем открывается, он уникален, и этим тоже, если с детства не взять, не выучить этот язык, он закрывается. Он должен с рождения, ребенок, как бы этот язык должен слышать с момента первого вздоха. Харайхемия пахгует, а класс сад. Хала чажеб хатбы бысша. Ябан зебзина, яхдырузе бысша атурых. Аԥсуа аублаа рбызшәақәа рфонетикатә еилазаашьа зегь реиҳа уадаҩуп ҳәа иԥхьаӡоуп. Ара иҟоуп ԥшьынҩажәа цыбжьыҟа. Аԥсуа бызшәаҿы иҟоуп ҩынҩажәа жәаф цыбжьыҟа. Урҭ раҳәынтә фба абжьыҟақәа. Аԥсуа бызшәаҿы аԥыжәара амоуп ажәытә лексика, аха иҟоуп егьырҭ абызшәақәа рҟынтә иаланагалазгьы, иаҳҳәап, араптә, аџьамтә, аҭырқәа аурыс бызшәақәа рҟынтә. Иахьатәи аамҭазы аԥсуа бызшәа адиалектқәа ҩба амоуп, абзыԥтәи, абжьуатәи. Амаҳаџьырра ҟалаанӡа асаӡтә диалект аҭыԥ аман. Ҳара макьана илкааны иҳамаӡам ажәытәтәи аԥсуа ҩыра аҟазаразы. Ибеиаӡоу афольклор ари зегьы ажәлар рҿатәыц ҳәамҭақәа роуп. Аԥсуа бызшәа аҵара хаҵиркит анемецҵарауаҩ Розен. Раԥхьатәи аԥсуа бызшәа грамматика аԥиҵеит кавказҵааҩ аинрал Услар. Зқьи-аашәи ханҩажәиҩба шықәсазы. Аԥсуа нбан ҭыжьын хышықәса рышьҭахь. Аурыс аинрал Бартоломеи ихыла ԥшрала. Зқьи-шәи жәиԥшьба шықәсазы иҷыдоу акомиссиа аӡбамҭа аднакылеит аԥсуа бызшәа алатинтә шрифт шьаҭас иаҭазарц. Зқьи-шәи ҩажәи шәшықәсазы аԥсуа бызшәа ақырҭуа графикахь ииаган. Аԥсуа бызшәа алфавит хымтә аҽаԥсахьан. Уи ҳәарада абызшәа аҵара ааруадаҩын. Когда смотришь на тамги абхазов, возникает ощущение очень древней забытой письменности. О том, что у абазгов все-таки была письменность,
мы находим подтверждение в некоторых исторических источниках. В 1952 году при строительстве Сухумской набережной была найдена керамическая плитка с псевдоиероглифическим письмом, которое было расшифровано профессором Турчаниновым с помощью современного абхазского языка. А в 1960 году в Майкопе был найден камень с надписью, тоже расшифрованный через абхазский язык. В научной среде эти открытия Турчанинова некоторыми учеными оспариваются. Одним словом, абхазский язык ждет своих профессиональных исследователей. Лингвист мирового уровня Николай Мар, исследуя армяно-грузинские языки в свете своей ефетической теории, пришел к изучению абхазского языка и назвал его исключительным явлением в семье других языков. Абхазский язык в настоящем своем состоянии представляет строй речи систему более архаичную, чем язык шумерских клинописных надписей, имеющих сейчас изначальную дату почти 6000 лет. Абхазский язык лингвистически стоит на одной из самых высоких ступеней развития человеческой речи. Николай Мар. В труднейшие времена, еще в начале 20 века, когда у нас почти не было никаких возможностей, Дмитрий Гулия, Ювак Огоня, Самсон Чанба, Михаил Лакербай, Владимир Агарба, вот эта плеяда наших писателей, она смогла создать литературу. У других народов, чтобы создать литературу, тысячелетия, предшествовало всему этому. А они, эти молодые люди, одержимые национальной идеей, энергичные, создали за 15-20 лет профессиональную литературу. До русско-кавказской войны 1864 года, до массового насильственного выселения абхазов в Турцию, на абхазском языке говорило почти все население Абхазии, от региона реки Сочи-Пста до реки Ингур. К концу XIX века Абхазия лишилась около 60% своего коренного населения. Опустевшие территории заселялись людьми других национальностей. Так Абхазия из моноэтнической превратилась в полиэтническую страну. Именно в этот период начались репрессии и против абхазского языка. Обучение и в абхазских школах стали проводить на грузинском языке, непонятном большинству абхазов. Многие абхазские школы были закрыты, прекращены передачи абхазского радио, заменены исторические названия мест на вновь придуманные грузинские. И только после смерти Сталина абхазские школы были вновь открыты. Старшее поколение хорошо помнит это время. Я могла учиться в русской школе. Все абхазцы, которые жили здесь, они хоть русскую школу кончали. Так что мы не имели представления ни об абхазском языке, ни об абхазской литературе. Это был период застоя, Как переехали грузины, сняли наших абхазских учителей, назначили нам грузинские учителя. Вот Валентина, одна грузинка была моя учительница, она все время объясняла, говорила, мы ничего не понимали. И так мы, не понимав ничего, зубрили задание. И так вот я лично о себе буду говорить. Я закончила 9 классов на грузинском языке. Это такая форма, изощренная форма геноцида, по-моему, я не знаю, вообще надо изучить мировой опыт. Был ли где-нибудь применен вот такая форма, когда, не убивая, не истребляя народ физически, вынимают из него один язык и берут и вставляют в него язык другой? Достижение Абхазии независимости – это здесь очень положительный фактор для развития абхазского языка. Ну, до уровня вымирающего он никогда не доходил, но, тем не менее, конечно, он очень сильно вытеснялся и русским, и особенно грузинским. Абхазский лингвист Вячеслав Чирикба
Еще в 2009 году написал аналитический доклад, разработал целую программу по развитию абхазского языка в перспективе. Однако эта научная разработка осталась без внимания общественности. То есть я знаю, как языки, в общем-то, зарождаются и как языки умирают. Не хочется говорить о абхазском языке, который подвергается угрозе исчезновения. Все-таки тенденции очень неблагоприятные, прямо скажем, неблагоприятные. Мы сами можем пройтись по городу, видеть, как молодежь говорит на русском языке. Прекрасно, что знает русский язык. Великий язык, великая культура, великой страны. Но это не означает, что надо забыть свой родной язык. Почему мы, зная даже свой язык, многие говорят на русском. Это переболели этой голоманией наши братья русские еще в прошлом веке. Французским были увлечены, голомания такая была. Неужели надо то, от чего отказались другие народы, поняв, что это космополитизм ни к чему хорошему не приводит, мы должны повторять ошибки других народов? Вот по результатам исследования Крауса, из 6000 языков, насчитывающихся в мире, 3000 будут исчезать постепенно. И вот хотим мы этого или не хотим, многие кавказские языки, в том числе абхазский язык, тоже подлежит исчезновению. Мне очень больно произносить эти слова, но судя по тому, как идут процессы, если их немножко не остановить, это произойдет, к сожалению. Скажем, прогнозировали, что многие языки исчезнут в Европе, например, кандидатами на вымирание в XIX веке, сейчас это очень же трудно представить, считали чешский, хорватский и славянский, поскольку тогда это все входило в состав Австро-Венгерской империи, и казалось, что все эти языки исчезнут, будут вытеснены немецким. Но карта Европы изменилась, и все эти языки сейчас уже стали государственными, и, конечно, им сейчас вымирание не грозит. Вот сейчас в Хакасии у нас наблюдается, что Хакасия – это национальная республика. Значит, язык хакасский, тюркский, он государственный язык. На нем существует литература, кино, театр, очень хороший, кстати, театр в Абакане. Все равно владение этим языком постоянно падает. Вымывается хакасская лексика. Уже человек в магазине, даже он, допустим, будет по-хакасски разговаривать, все равно все предметы, которые он будет покупать, там продавец ему продавать, будут называться по-русски, все это будет встроено как-то в хакасское предложение, получается такой макаронический язык, в общем. А это уже шаг к умиранию языка, на самом деле. На севере России живет малочисленное племя манси. Постепенное исчезновение традиционного хозяйства, оленеводства, рыболовства, охоты привело к постепенному исчезновению мансийского языка. А нефтяные разработки привлекли в республику большое количество иноязычных людей. С одной стороны, цивилизация принесла им материальные блага, но с другой стороны идет исчезновение их родного мансийского языка. Количество носителей хантыйского языка, я думаю, что с каждым годом все становится меньше. В этом году только один ученик поступил, который знает хантыйский язык. В связи с тем, что язык не стал употребляться дома, в семье, он стал исчезать. Пойдет. Пойдет на улицу? Я первая. Ты первая будешь на улице? Да. Но для меня, для многих, очень больно, когда уходит язык, традиции. Мы забываем своих родителей, мы забываем свою историю, мы становимся людьми, которые не знают своих корней. А русский язык или новую цивилизацию мы не усвоили, и мы оказались между двумя цивилизациями. Цивилизация родной и цивилизация европейской. И мы оказались никем и не можем себя защитить.
Вымирание языков происходит быстрее, чем вымирание растений и животных, утверждают ученые и бьют в набат. Они утверждают, что здоровые языки – это те, на которых говорят дети. Если дети понимают, но сами уже не говорят, это первый звонок. Если же говорят только старики, то это, скорее всего, конец. Переключение на другой язык происходит тогда, когда более престижен язык большинства. И на этой стадии мы получаем полуносителей языка. В Абхазии этот процесс уже давно идет. Люди говорят на абхазском вперемешку с русским языком. Я назвал этот процесс самоубийство родного языка. То, что мы сознательно наблюдаем за исчезновением своего языка. В Турции очень много кавказцев, абхазов, черкесов, но большинство из них не передают свой язык детям. Они знают язык блестяще, прекрасно, иногда лучше нас, и тем не менее, он им уже не нужен. Интересным примером возрождения абсолютно мертвого языка является язык Израиля – иврит. Этот древний язык использовали на протяжении веков только еврейские жрецы и в качестве языка культа. Но после основания в 1948 году государства Израиль ивриту стали обучать в школах. Сейчас на нем говорит 6 миллионов человек. И все, кто приезжает в Израиль жить, вынуждены его изучить. Так наш сухумчанин Давид Аганезов, переехав в Израиль на постоянное жительство, уже в совершенстве владеет ивритом. Первые поселенцы, которые приехали туда, даже те, которые уже там жили, они сказали, что есть один язык. И дело производства, и все, что происходит в стране, будет на иврите. Хотите – учите, не хотите – не учите. Тогда вам нету места, вы не адаптируетесь в этой среде. Вам нужно трансформироваться, вам нужно вжиться в эту среду. Я не еврей, я православный христианин. Но так получилось, что я женат на еврейке, и я живу там. Нужно уважать традиции любого народа, куда ты попадаешь. И чтобы их знать и уважать, по крайней мере, хотя бы ознакомиться с ними, нужно выучить этот язык. Человеческий лексикон, которым мы пользуемся ежедневно, это 1500 слов. Человек более развитый и, скажем, занимающийся интеллектуальным трудом, его словарный запас ограничивается 3000 слов. Мы можем запоминать в день минимум 10 слов. Это минимум. Это не напрягаясь, каждый человек может выписать себе на бумажку 10 слов и положить их в карман. Апсна хунткара ямуп атурых традицику. А батпи ажи батпи фишуксызы. Апсна ахра аман. Уяхагылан Леонида династия. Ажахатпи азиште фишуксызы. Апсна асхала ихо ахран. Яхагылан чачба шервашидзе династия. Абризиги галаща амамыст. Ахунткаррат бысчада. Апсва бысчада. Вот у нас как-то принято считать, что культура народа – это танцы, это песни, это там, театр там, и так далее, но это далеко не так. Язык и культура, они как два звена, которые идут вместе. Если отомрет язык, отмирает национальная культура тоже. Если у нас не будет родного языка, если он исчезнет, у нас не будет государства, которое будет называться Абхазией. А машина ногой ахба. А машина ногой ахба цой. Детские сады тоже играют огромную роль. А в детских садах, на мой взгляд, надо будет создавать тоже условия воспитателям. Они должны иметь учебные принадлежности, наглядные пособия, разработки методические должны они иметь. И, конечно, я считаю нужным, чтобы они могли в год хотя бы один раз
проходить курсы усовершенствования учителей. Сухумская абхазская школа номер 1 сформировалась сравнительно недавно, в 1999 году. Однако здесь учатся уже 600 детей. А прославилась она в городе Сухум тем, что и в классах, и в коридорах, на переменах звучит абхазская речь. Этому способствуют все учителя, и в первую очередь директор Людмила Родионовна Адлиба. И хотя школа абхазская, здесь учатся дети разных национальностей – русские, армяне, украинцы, латыши и другие. Ну, я как руководитель школы абхазской считаю, что школа должна быть как вот абхазская семья, хорошая традиционная семья, где чтут все наши традиции абхазские и где вся семья говорит на родном абхазском языке. Да, определенная часть детей абхазских приходят в школу, не зная родной язык. Но отговаривать или там ругать родителей, что вот ваши дети не знают, мы не принимаем их в абхазскую школу, мы тоже не можем. Мы этим самым, наоборот, отдалим их от изучения абхазского языка и от абхазской среды тоже. Методика наша вот в начальной школе, они же попадают в начальную школу сначала, рассчитана на детей, которые уже знают, говорят и думают на родном языке. А для тех, вот, кто слабо знает или вообще не знает, учитель сам находит какие-то способы его обучения. Для них ничего специального нет. Если ребенок дома не слышит язык, в садике не слышит язык, а в школе мы тут как иностранный язык изучать не можем. У нас здесь программа, мы по программе занимаемся, а ребенок, не владеющий языком, ему, конечно, очень трудно. Если мы хотим научить детей, не владеющих, учебники надо обязательно пересмотреть. Обязательно. Мы все учителя говорим одно и то же. Если трудный текст ребенок не понял, не осилил, что дальше требовать с него? Я не говорю, надо упростить до такой степени, чтобы совсем было легко, но немножко адаптировать тексты, адаптировать. Наверное, все-таки, если детей будет больше, которые не знают родной язык, нужно создавать группы. Вот поделить один класс, где 25 детей, на уроке абхазского языка взять еще одного учителя. Те дети, которые не знают язык, уходят в другой класс и занимаются по адаптированным текстам. Это надо начинать с 1 класса. Конечно, классы нужно делить. Но тогда мы упираемся и в помещение, и в количество людей, которые должны преподавать, и в расписание, которое очень сложно формировать. Но все равно это возможно делать. Мы могли бы действительно, разбив класс, допустим, на 2 или 3 группы, в зависимости от того, какого рода, да, там уровень знаний у детей, действительно заметить успехи тех, кто с нуля начал изучать, да, и тех, кто серьезно продвинулся. Да, в знании абхазского языка. И, соответственно, на каждом из этих уровней, это должны быть специальные программы, конечно, и их можно разработать, но просто это должна быть пересмотрена система образования. Да, вот не всего образования, я говорю в области изучения абхазского языка. Как утверждают учителя абхазских школ, учебники по родному языку составлены по старым методикам, переиздаются один раз в 3-5 лет. По стандартам они должны издаваться каждый год. Оформлены они в черно-белой гамме, без красочных иллюстраций.
Когда время вот подсказывает нам о том, что нужно менять, потому что надо по-другому подходить к обучению абхазского языка. Сейчас очень множество таких практик, методик в мире. Коммуникативное направление, есть другие направления, интерактивная методика, есть активные методы при изучении абхазского языка. Здесь очень важно, хочу отметить, мотивация ученика. Но почему у нас люди 11 лет в школе изучают язык и в конечном итоге не говорят, да, когда заканчивают школу? Вот что надо сделать? Тогда ответ очень простой. Дело в методиках. Значит, не так учим. Вот и все. Я думаю, что нам необходимо все-таки познакомиться с мировым опытом поддержки таких малочисленных языков. Потому что сами по себе эти методики у нас, которые есть, они уже устарели. Они уже, я думаю, нужно уже менять эти методики и переходить к более современным, более интенсивным, более интерактивным, для того, чтобы дети активно изучали родной язык. Мир далеко ушел вперед в плане методики, в плане технологии обучения. Надо просто изучить мировой опыт. Я совершенно уверен. Взять, поехать, скажем, в Каталонию. Это возможно. Поехать в Каталонию, изучить опыт, или пригласить сюда какого-нибудь специалиста. Или, скажем, поехать в Басконию. Посмотреть, какие у них учебники. Прекрасные, просто любо посмотреть для детей. Многочисленные, ярко, хорошо иллюстрированные. Если мы говорим о состоянии языка сегодня, мы говорим о том, что его плохо изучают в школе, так почему же мы не обращаем внимания на то, как они издаются, в каком они состоянии? Почему наши дети не хотят его изучать? Это не потому, что он труден, что его невозможно изучить. Нет, абсолютно. Просто надо очень хорошо подумать над тем, по какой программе дети будут изучать, в каком виде эти учебники. И, конечно, хорошо подготовленные педагоги должны быть, чтобы ребенок с удовольствием приходил и в детский садик, и в школу, чтобы ему было приятно общаться и с педагогом, и учиться по этой книжке. Мы столько говорим о том, что это нужно делать. Вот я сейчас просто не буду повторяться и говорить о том, как важно знать родной язык. Это все правда, это все очень важно. Но я бы ни в коем случае не упоминала вот эту вот формулу, которую наши педагоги действительно произносят всегда. Это так сложно. Вот язык такой сложный. Но это говорит только об одном, что язык древний. Патриархальные языки изучаются, да? Абхазский язык, я думаю, можно за 6 месяцев, курсов более или менее выучить. Можно и, конечно, год и дальше продолжать. Это надо, как любой язык, все время работать над собой, над языком. Не сложен китайский язык, например. Очень сложно. Что, его не изучают? Но его изучают. Что самое интересное, изучают, допустим, в России. Изучают, и никто не говорит здесь о среде. Какая среда в России китайская есть? Но изучают и на выходе говорят.